Заместитель министра иностранных дел Республики Абхазия Кан Таня отметил, что в преддверии курортного сезона в СМИ регулярно появляется информация о том, что в летний период у туристов на границе будут возникать проблемы с получением визы. По имеющейся статистике, на сегодняшний день никаких заторов и очередей на КПП ПСОУ не будет. Происходят некие такие негативные вбросы в СМИ, которые отталкивают и отпугивают туристов, перенаправляют их в другое русло, так скажем. А вот для этого мы решили, что подобная информация, подобная пресс-конференция будет полезной как для жителей, так и для гостей Республики Абхазия. Таким образом просто предотвратит все потенциальные мифы о сложности пересечения абхазо-российской государственной границы. На сегодняшний день на абхазо-российской границе открыт консульский пункт выдачи виз иностранным гражданам. Заместитель начальника консульского департамента Министерства иностранных дел Республики Лаша Авицба отметил, что ранее для въезда в Абхазию туристу нужно было пройти затянутые процедуры. Сейчас консульский пункт, открытый на абхазо-российской границе, максимально упростил выдачу виз иностранным туристам. По его словам, на оформление визы уходит не более 3 минут. В самом головном консульском департаменте мы все еще далее таким же образом выдаем визы. Эта категория касается дипломатических, учебных, туристических и многих других. Потому что в летнее время консульский пункт отвечает на категорию иностранных граждан, которые посещают такие места именно густого скопления, это как Рица, Афон и Пицунда. А всю остальную нагрузку мы берем на себя, и расположены мы по адресу, еще раз, чтобы сказать, по адресу Сахарова, 33, действует и работает консульский департамент Министерства иностранных дел. На пресс-конференции также обсуждались вопросы выдачи рабочих виз. О процедуре получения рассказал заместитель начальника Государственной миграционной службы Вячеслав Ганба. Касаемо граждан, кому требуется рабочая виза, они в первую очередь должны найти работодателя. То есть визу миграционная служба не может выдать без ходатайства работодателя. Соответственно, работодатель ходатайствует о привлечении иностранной рабочей силы, выкупает разрешение на привлечение в том количестве квот, в котором, то есть, чтобы оно соответствовало гражданам, иностранным гражданам, которых он приглашает. После этого они оплачивают оплачивают пошлину за приглашение, соответственно, стоимость визы. И только после всего этого мы выдаем рабочую визу. Касаемо того, что если иностранный гражданин работает по туристической визе, соответственно, если наши инспектора находят этого иностранного гражданина, выявляют то, что он действительно занимается трудовой деятельностью и имеет всего лишь туристическую визу, его привлекают к административной ответственности. Заместитель министра по курортам и туризму Астам Ирахба в очередной раз отметил, что для привлечения большего количества туристов в Абхазию в первую очередь необходимо улучшить сервис, обеспечить туристу безопасность и следить за качеством предлагаемых услуг. Первый заместитель начальника Государственного таможенного комитета Республики Абхазия Мсауст Шамба отметил, что для туристов, пересекающих абхазо-российскую границу, будут созданы максимально упрощенные условия. Курортный сезон – дело для нас не новое, но уже годами освоенное, поэтому мы ежегодно предпринимаем какие-то новшества в пропуске граждан. Прежде всего, конечно, мы занимаемся грузами. И в этом плане у нас очень успешно развивается система контроля за доставкой товаров. Помимо российских граждан, ежегодно Абхазию посещают от 7 до 8 тысяч иностранцев. География проживания туристов довольно обширная. Германия, США, Италия, Греция и Прибалтийские республики. Саид Джарсалия, Беслан Джинджоля, Абхазское телевидение.